Осел, читающий Писание епископом. Папа лис, аббат обезьяна. Смех как составная черта человеческого существования рассматривался еще со времен Аристотеля. И недаром философия смеха так пугала библиотекаря Хорхе из кинобестселлера «Имя Розы». В современном театре, особенно музыкальном, это имеет множество посылов, один из которых – объединить музыкальные и художественные замыслы. Если во взятом на вооружение произведении звучит термин «комический», то правила игры лишь усиливаются, доведя результат или до провала, или безоговорочного успеха. Что такое любовный напиток? С одной стороны, это какая-то сказка, это легенда, да, напитки, которые может воссоединить души. А с другой стороны, сегодня 2 бокала пива, и молодежь, она уже определяет свои взаимоотношения, любит она или не любит. Все стало проще и циничнее. У постановщика спектаклей, чье количество перевалило за 200, это своего рода встреча с собственным детищем 2007 года, сделанного в Московской новой опере, но с ремарками, режиссерскими вставками по деталям сегодняшнего дня. Юрий Александров микширует эпохи и стили, слегка подшлепывая галантный век, и уносит зрителей то в предвоенный питерский дворик с танго, утомленный солнцем, то с антуражами современных телеситкомов с гиперболизированными типами. Казалось бы, работников театра не удивишь всевозможными метаморфозами и превращениями, но артисты хора в этой постановке все же через это прошли. Им пришлось одеть не только эффектные большие костюмы, но и овладеть азами балетного искусства, пластической хореографии, современной композиции и так далее. Есть где разойтись фантазии и воле посмеяться. Изящная музыка Доницетти и расстановка сил дают возможность проявиться солистам, и особо Гульноре Гатиной, блестяще показавшей себя на сдаче и претендующей на будущий лавры звезды. Хор статичный – это не хор театральный и не хор оперы. В этом смысле артисты хора очень, я считаю, набрали мастерства благодаря вот этой постановке. Мне кажется, что тут мне очень нравится работа хореографа. Хореограф, который вдруг увидел в наших артистах, певцах, она увидела какую-то хорошую пластику, и мне кажется, они с этим справляются. У нас же все в рамках приличия, у нас все красиво, у нас все интересно обыграно. Я считаю, что это очень достойная постановка. Одна из последних премьер «Севильский цирюльник» уже побывала в Европе. По словам очевидцев, принята была гораздо теплее, чем в родных Пенатах. Впрочем, это уже аксиома. Стилистика восприятия материала складывается благодаря укладу жизни и театральным экспериментам. Кстати, о Европе. Предстоящие гастроли оперы и балета по уже наработанным годами маршрутам поначалу моделировались не без чувства тревоги, апеллируя к последним мотивам запретов на ряд продуктов искусства в связи с санкциями между Россией и ЕС. Опасения были и самой агентуры, потому что не знают, как поведут чиновники уже той страны, которая принимает. Речь идет об оформлении виз. В данном случае все прошло пока гладко, и мы надеемся, что теперь дальше будем смотреть реакцию публики. Первые спектакли уже состоятся в Европе. Это в октябре месяце. Это будет «Искатели жемчугов», «Бизе», опера. За основу берутся как и общечеловеческие ценности, так и театральные постановки, имеющие притягательность вне времени и политики. Если смысловая нагрузка не меняется на спектакль и существуют мастера, которые делают этот спектакль, то, в принципе, можно рисковать. Поэтому посмотрим реакцию публики. Однако настоящее чувство не приправишь никакими придуманными нововведениями. Театр дает возможность с помощью хороших сценических специй убедиться в этом лишний раз и снять шляпу перед чувством прекрасного. Последняя запись, канал Метса, спектакля «Золотая Орда» получила большой такой резонанс. И поэтому они предложили дальнейшее сотрудничество. Речь идет о спектакле «Джалиль». Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Женко, Александр Царегородцев, Эфир 24.